хорошего морозного настроения. Сегодня у нас 13 градусов, такой небольшой ветерочек. Ну, довольно прохладно будет на озере, но едем сегодня, ребят, за щукой. Второй день, вчера ездили за живцом. Тяжелый трудовой день, но с помощью мотособаки, конечно, плюсы уравняются, потому что ты не переходишь там пешком какие-то моменты, а едешь на технике. Это очень быстро, довольно удобно, классно. Жду Женька, ребят, 5:30. Сегодня едем вдвоем, будем пробовать отлавливаться. У нас уже середина декабря, и вот надо декабрь добивать. По возможности почаще ездить, потому что после декабря уже щука будет менее активна и уже будут другие рыбалки. Но не суть, ребята. Второй выход сегодня моего тафалара. Еще идет обкатка. Ну, в целом, вчерашняя поездка очень понравилась. Все здорово, четкая красота вообще. Большой плюс, ребята, вот с этим модулем. Модуль идет большой. Ну, это стандартные сани, что идут и сзади. Соответственно, все помещается прямо в одни. Не берешь доп. Функции, ну, доп. Сани, потому что все тут и бензин, и буры, кан, там, и так далее, и тому подобное. Очень удобно, очень классно. Сегодня, ребят, покажу обзор. По многочисленным просьбам сделаем обзорчик. Покажу, что да как, какие нюансы, что нового ребята придумали. Так что сегодня, ребят, сделаем обзорчик обязательно. Ну ладно, а пока жду Женька. Как обычно, с минуту на минуту. Ну и дальняя дорога до озера. Не устаю повторяться. Снега, ребята, у нас нету до сих пор. Это прям катастрофа какая-то. Я такую осень не помню, такую зиму, начало, что вот декабрь, скоро Новый год, а у нас петарды на севере некуда ставить. Это, конечно, сумасшествие. Ждем снега, прям как, не знаю. Ладно, ребят, давайте, всем хорошего настроения. Как обычно, прожали лайкосики, налили что-нибудь горячего, покушать, ну и на просмотр. Погнали. Заводим, греемся. Блин, ну сегодня ветер, конечно, ребята, нас покусает. Ох, покусает. Добрейшего, Женя. О. Не спится вам? Не спится, не говори. Че, сегодня погодка прохладная? Да. Нормально? Че, прям? Поехали. Давай. Ну вот, ребята, выезжаем с поселка. Вот, как видите, такие дороги. До сих пор еще вот видна земля. Это, конечно, очень усложняет маршрут. Ну, потихоньку, помаленьку карабкаемся. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так что как-то оно так. Болото, ребят, не замерзшие, точнее не засыпанные снегом. Вот видите, какие кочки. Вот они промерзли, они как вот такие. Понимаете, да, о чем я говорю? Очень неприятно. Дурдом, короче, голимый, блин. Декабрь месяц. Вообще даже не напрягаются, ребята. Просто зверь. Я даже разгон не брал. Обычно я разгон добирал. Все, ребята, забрались. Вот это свобода.
Ну что, прибыли? Темно еще. Ух, ну и прохладно, блин, а. Мороз. Так, ребят, ну что, мы на месте. Мы на месте. Дорога, так? Не айс, я уже говорил. И сейчас поехал в конец, ребята, а там железы стоят засыпанные. Кто-то вчера рыбачил, я оставил железы на ночь. Так, ну я сегодня опять на новом месте. Будем смотреть. Вот эту полосу возьму, прям туда уйду. Самому интересно, что да как. Ну и как раз Женька рядышком будет. Все, ребят, что, начинаем. Лед трещит. Лед, ребята, трещит. Ох, какой уже хорошенький-то ледик. Прям сантиметров 20-25 уже, наверное. Достойный лед. Железо придется присыпать, ребята. Такой морозяка. В поселке 13 было. Здесь, наверное, около 17-18 чувствуется. И ветер тянет такой неприятный. Ну, сейчас потихонечку, помаленечку расставимся. Приехали рано. Пораньше. Сейчас все приготовим и начнем расстановку. Ну-ка, кто-нибудь. Это живец, ребята, у меня лютый, крупный. Все возьмет, так возьмет уже. Посмотрим на крупного живца. Ребят, ну что, мы расстанавливаемся. Пришли хозяева тех же лиц. Я проехал там, посмотрел, но вроде у них сработок не было. Не знаю, как бы все это не видел. Лед трещит. Но вроде хоть ветра особого такого нету. В поселке как будто ветер показался. А здесь как будто спокойно. Слышите, ребят, что творится? Раз, два, три с половинкой. Так, что там, кто там? Ельчик. Ельчик, ельчик, ельчик. Погнал. Что, ребята, все, поставил 15 штучек. Теперь остается только ждать. Время у нас уже расцветает.
Женька уже тоже расставился. Я поставил здесь по прямой. Женька край зацепил. И здесь такой выход идет. И он центр поставил, как в прошлый раз. Сработки там были у него. Будем посмотреть. Но у меня опять же новое место. Будем интересоваться. Мне самому любопытно. Будут сработки, не будут. Ну, все, ребята, дело сделано. Что, ребята, все, дело сделано. Очень красиво, морозно. Женька по-интересному сегодня сделал. Он поставил здесь край, середину взял. Глубина, конечно, там такая дьявольская. Ну, по щуке я имею в виду. 8 утра, начало 9. Чайку, 5 капель за прибытие. Традицию нельзя, ребят, нарушать. Вакцина от коронавируса. Ну, вот этот ветерок здесь, конечно, жесткий, блин. Небольшой мороз и ветер, блин. Лучше просто мороз был крепкий, но и без ветра, чем вот небольшой мороз с таким ветром. Неприятно. Ладно, ожидаем. Икра заморская, ребят, вчерашняя. Не доели. Колбаску взял. Интересную. Вот такая вкусняха. Красота. Натюрморт. Как там говорится? Натюрморт. Ребята, натюрморт. Отдыхаем просто с Женькой, балдеем. Выходные. Что, ребята, рассвело уже хорошо. Сейчас просто наблюдаю такую картину. Мне такое ощущение, что я очень близко поставил. Где-то вот ряд, по идее, должен здесь быть. Это, конечно, очень плохо. По темноте, блин, не сориентируешься никак. Не знаю, может, трава. Как это так? Не понял я. Что это за хрень такая? Не было сработки. Щука тут, ребята, сидит. Охренеть, вот чудеса. Просто проверить решил. Вот это да. Думаю, дай-ка проверю, просто посмотрю, трава. Смотрите, щучка-то заглотила, блин. Живца вон косанула, блин, сбоку. Вот дела, блин, а. Сейчас как мне ее доставать? Ё-моё. Все в жабрах, блин. Флаг, главное, не сработанный. Тут все, ребят, беда. Беда щуренку. Обидно. Двойники что? Заглатывает, блин. Придется взять такую. Вот это да, блин. Просто решил посмотреть. Чудеса, блин. Да, двойники, ребят, рулят. Смотрите, какая плотва была здоровая. И какой щуренок. Вон, сработки не было, блин. Самое интересное. Вот такая же. Такую же поставим. Здоровенную. Ребят, сработка.
Сработочка той степи. Крутит, крутит. Это утренний выход, ребята. Мотает. Ну что, посидим, подождем. Ну шел мотало, хорошо мотало. Сейчас, возможно, заглатывать будет. Ну все, ребят, что-то тишина. Стоял. А нет, пошла. 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 Только тронул. Пошла. Есть. Вот такая вроде. Блин, что такое? Зацепилась, ё-моё. Поперек, что ли, стало? Блин, ушла. Ушла. Рукав еще намочил, блин. Зараза. Хорошая была щучка, ребят. Почему так? Подождал, все хорошо. Ну вот. Это выход, ребят, утренний. Ну, блин, травы, конечно. В траву, наверное, воткнулся где-то. 100%, блин. Да, вообще мне щука интересная, блин. В заглоте главное. Охренеть. Хорошо. Можно присесть вот так и кайфовать. Сидеть, смотреть. Сейчас пока выход. Надо здесь находиться, контролировать. Ого. Охренеть. Вот это, блин, лед. Конечно, трещит, блин. Все-таки, ребят, попал в траву. Сейчас посмотрел. Ага. В траве, короче. Перебуриваться надо. Вот этот край перебурил. Вроде нормально. Так, а у Женька сработка вроде. Что-то бегает. Да, он прям здесь. Прям здесь, ребята. Вот она, по центру щелкнула. Шнурок. Щурочек. Такой же, как у меня. Только у меня заглот, блин, зараза. И не сработал. Так, ну что, по сработочке уже. Эту я не буду считать как за сработку. Походу, она просто взяла и стояла и заглатывала. Вымотки не было. По сработке отлично. Утро началось. Нету, да? На месте. Ага, подходи. Ложочек.
Ну так размотала, ребят. По ощущениям по леске. Как будто размотала. А что-то не крутится. Не мотает. Холостая, наверное. Боданула. Плотва здоровая. Отпустила. Мелкая щука, мелкая. Сработочка. Едем. Едем. Слышно было бубенчик. Прям классно. Крайняя сработала в эту сторону. Ну, с бубенчиками классно, конечно. Прям на той стороне у Женьки стоял и услышал. Подождем. Спешить не будем сейчас. Тишина. Мелкая щука, ребят, здесь походу ходит. Ее очень много. И она вот издевается. Никак живца теребит. И все. Постоял что-то минутки две. Размотки нету. Уже есть нормально. Уже мелкая щука. Мелкая щука бодает. Даже живца особо не ревет. Так, чешую сбивает, как будто окунь даже вообще. Так, ребят, ну что, 10:40. Немножко постреляла, получается. У Женьки 5 сработок. Мелкая щучка. У меня 3. Одна мелкая. Один сход. Есть у меня еще 4 жерлички. Есть вот такие плотвицы у меня здоровые. И сейчас показывает место, то что центр хорошо работает. Поставлю я тут чуть повыше вот эти жерлицы на крупную плотву. И пускай они стоят. А вдруг повезет, ребята. Хрен знает. Надо пробовать. Тем более вот на эту сейчас был загар. Значит, есть вот проход щуки. Так и сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глубина, в принципе, не особо большая. Такая же глубина. Так, давай, подруги. Ваш выход. Ребят, смотрите, что есть.
Че я пропадать? Мерзнуть в кане. Пускай щук пугает местных. Пока ставлю, ребята, у меня загарчик. Ё-моё. Недалеко как раз крайне сработало. Даже и не вижу, блин, пока работаю. Блин, хорошо измотала, ребят, смотрите. Вымотала прям шикарно. Щука здесь, ребята. Есть какие-то натяжения. То ли опять не крупная. Ух ты. Траву завела. Опять завела. Выплюнула. Да что ты будешь делать, а? Ё-моё, здесь трава рядом, блин. Зараза, блин. Так, ну все, ребят, я тут доставил 4 штучки. Сейчас пойду ту заряжу. И все. Так, пускай на дурака стоят. Там такая плотва, блин. Ельцы такие. Страшно. Ребята, флаг. Едем. Флажочек. Эта сторона еще не стреляла, блин. Точнее, это центр получается сейчас. Ну, хорошо примерно тут. Подождем. Походу опять, ребят, мелочь. Но Женьки сейчас была сработка, у него выгнала застежку. Взял, говорит, цоп, такое, говорит, сопротивление. Тюм, все. Думал, говорит, ушла. Достаю, застежка, говорит, разогнутая. Да, интересный там экземпляр был, походу. Нет, есть, ребята, есть. Здесь. Стояла просто. Не крупная. Вот. Стояла просто. И далее даже не мотает. Не крупная щучка. Он как плотву, блин, сожрала. Операцию надо делать. Да, щука какая-то вообще пассивно стала, ребят, смотрите. Раньше что-то по-божески как-то увереннее было. А сейчас что-то бамба данет. Так, ну что, ладно. Хоть такая. И то в копилочку. Мелкая, конечно. Грамм 700. Ну, как говорится, и этому будем рады. Ладно, что, Женька, пообедаем. Выпьем 100 грамм. Круто, ребят. И после обеда покажу вам обзор. Расскажу про свою технику.
что да как, какие новшества. В целом, почему я именно ее выбрал. И так далее. Так что после обеда, ребята, обязательно сделаем. Да. Что-то мороз вообще, Жень, какой-то, слышь? Да. Не знаю, что-то пишут одно, блин, а на самом деле, блин, вообще другое, блин. 15 минут. Так я это, бабки звонят, ты что, не поехал, что дома сидел? Ну, я что и говорю. Думают, нафиг. Такой мороз. Одним нам с тобой дома не сидится. На диване теплом. Больные люди называются. О, пельмешки без спешки. Зато горячая. Дает, ребят, пообедать. Только Женька начали паковаться. Флажок. Слышно было бубенчики. Я посмотрю. Ну вот так бывает. У Женьки застежка, у меня вообще двойник слетел. Как-то перевернуло, походу, во рту. Но первый раз у меня уже все рыбалки в этом сезоне. Так как я только сейчас начал двойниками работать. И двойники как раз закончили, не положил я, блин. Поводки привез, грязело привез, в сумку положил. Двойники не положил. Да и ладно. Все равно живцов уже мало осталось. Что, короче, вот такие дела, ребята. Ладно, идем обедать. Щуки такие злые, походу. Тихо, подруга, тихо. Вот они какие. У меня первая такая же была, тоже. Ну что, братцы, вот пришло время к обзору. Предоставил я ему такое место лайтовое, ну просто для такой техники такое место, ребята. Таежное озеро, вот этот закат, он и я. Я сейчас немножко вам расскажу. Ну просто зверь, ребята. Так что давайте, погнали. Не буду задерживать ваше время и свое, потому что мы все-таки на рыбалке. Вот уже закат.
Ждем выход щуки вечерний. Немного холодно, морозец. Так что минут 5, ребят, займу вашего времени. Ну, немного расскажу, потому что просят люди. Да и самому интересно показать, что ребята изменили, потому что прошлый сезон отходил на Тафаларе 500 в универсальной как бы версии и был полностью доволен. Многие пишут: Андрюха, почему продал, какие дефекты? Ребята, вообще никаких дефектов, просто захотел немного помощнее лошадочку. Знаете, там возьмешь мотор там 5-сильный, охота уже чуть помощнее. Ну, соответственно, как-то так у меня тоже, потому что я хочу ездить дальше, глубже, сложнее и так далее. Ну, начнем, в принципе, с самой мотособаки. Вот он, красавец, в новом цвете. Подрамник ребята сделали в красный цвет. Даже так оригинально смотрится. Даже моментами даже очень красиво, на мой взгляд. Удлинился, ребята, он на сантиметров 30, если мне не изменяет память, в районе 25, как мне помнится. Ну, точно не буду, ссылку в любом случае оставлю в описании, там все уже будет указано. Ребята, в принципе, здесь ничего не меняли. Если обрезаем так, что вот та модель 140 сантиметров, тафаларчик, обычная версия, а здесь уже удлиненный, ребята, на 35 сантиметров, как я говорю. Они просто удлинили цепь, оставили все как прежде. Ну, молодцы, добавили багажничек, место не теряется. Здесь уже что-то можно поставить, какие-то канистры под бензин, рыболовный ящик, ну, что-то еще. Так что молодцы, вот этот плюсом большой. Плюсом еще, что этот багажник просто по моментам ключа меняется назад, и этот багажник просто взял, поставил назад, как и захотел. Это классно, ребята, молодцы. Гусяночка удлинилась, ребята. Ну, также катковая подвеска, усиленные пружины, молодцы, стоят очень здорово. Три колясочки у меня. Ну, здесь можно ставить 4 коляски. Ну, я, как обычно, езжу каким-то там по болотам, по каким-то незамерзшим ручьям. Бывает то, что нырнул, вылез в морозе вот в таком, под снегом большим. Все это забилось, это очень сложно. Пока стоят у меня 3 коляски, ребят. Ну, это быстро все меняется. Эта коляска убирается вот сюда, и 4-я добавляется вот сюда. Получается, у вас стоят 4 коляски. Ну, в целом покажу пока так. А так, в целом, если надо будет, я могу добавить. Катковая, ребята, подвеска, бурановские катки. Все быстро смазывается. Вот такие заглушечки стоят. Здесь навалы стоят. Здесь, ребята, все это шприцуется. Быстро все это делается. Молодцы. Также защищенная цепь. Она стоит в вакууме. Вот это вообще классная вещь, ребята. Потому что, блин, ну, я смотрел на много собаки, которые открытая цепь. Это не очень, конечно, так оригинально смотрится, когда это все в снегу, все нагревается, все там потом замерзает. Здесь она стоит конкретно закрыта, в смазке. Очень-очень круто. Молодцы, ребята. Такой же кофр пластмассой. Пластмассовая такая же, как сказать, станина. Убрали они склизу, которая здесь была на том предыдущем Тафаларе. Склиза была, кстати, как и плюсом, как и минус, потому что склиза убирала снег, но когда он сырой и его много, она начинала поднимать гусянку, и все это терлось. Это был минус, да. Сейчас они поставили уже просто подшипники, вот такие подшипнички, и уже подвесочка, гусяночка держится на подшипниках. Классно, здорово. Так, ну, повторю сразу, если многие не знают, то что это мотособака универсальная, она как бы всесезонник. У меня конкретно толкач. Сиденье я не брал с пассажирским. Ну, не как с пассажирским, если управляешь, получается, тягачом. Она также служит и управление самой мотособакой. Подставочки под ноги. Поставил. Вот этот руль, ребята, он очень быстро снимается. Ни на каких, ни на гайках, ни на болтах. Такие шплинты. Выдернули его. Перенесли, поставили, модуль убрали, 2 болта, все, у тебя уже тягач. Ну да ладно, охота поговорить о вот этой версии, а не сравнивать с тем. Ребята, это уже
Во-первых, длиннобазник, во-вторых, здесь уже не 15 сил, а 20. Здесь стоит лифановский двигатель. В прошлом у меня в мотособаке стоял Лансинг 15, здесь уже стоит лифан. Ну, я уже поставил чехол, так как холодно и немножко снега, она быстро все это напыляет и замерзает. 20 лошадей, ребят, у меня еще обкатка. Я думаю, будем дури давать капитально. Ну, пока ничего не могу сказать по двигателю. Все, пока все заводится с полточка. Все классно работает. Новое сиденье, ребята. У них раньше были такая небольшая фанера, обтянута кожзамом. Здесь уже такое мягкое, четкая сидуха. Прям удобно сидеть. В моей версии, ребята, есть уже подогрев ручек, который переключается вот таким рубильничком. Это свет уже здесь есть, потому что на той мотособаке у меня завел, свет горит. Допустим, днем зачем он мне нужен, чтобы он светился? Все равно диоды, они должны как-то тускнеть, перегорать. А здесь уже можно регулировать. Выключил, включил. Стоп-двигатель. Ну и самое, ребята, основное, наверное, это реверс. Это задняя скорость. На моей мотособаке уже есть нейтральная скорость. То бишь мы завели, уже она просто можно даже погазовать. Собака стоит на месте уже. Даже если там холодно, что-то там у вас замерзло, знаете, когда заводит и собака бежит сама, здесь уже этого не будет. Задняя скорость, ребят, перед. Очень все круто. Капот сейчас не буду снимать. При сборке там какие-то моменты показал, но в целом, ребята, очень доволен. Отбойничек шел просто в комплекте. Я закрутил его на кровляные саморезы. Отбойник тоже классная вещь, помогает от этого снега, от пухляка, когда все это летит. Пока, ребят, не нарадуюсь. Все четко, все здорово. Мне очень нравится. Блин, молодцы. Вывел, ребята, реверс и провода я напрямую. Ну, это уже моя доработка. Хотя выход у ребят здесь. Есть отверстие, где все провода должны быть выходить. Ну, шланг реверса очень жесткий, очень плотный. Делать здесь такую дугу. А я очень люблю ездить по всяким дебрям, болотам. И вот эта дуга, она мне не нужна. Потому что я могу где-то рвануть его. И, соответственно, я переделал. Ну, просто просверлил, вывел вперед. Так что сейчас у меня все провода под мной. И в целом я контролирую этот момент. Потому что, ну, это самое главное. Где-то на сучок нарваться, порвать не будет удобно. Как-то так, родные, я сильно разговаривать, как сказал, не буду. Да, еще есть момент. Ребята уже усилили сами сани. Смотрите, какие склизы, ребята, идут. Или как эти накладочки. Они уже идут с такими упорами. Очень классно врезается в такую, знаете, там плохую дорогу. Там, не знаю, гололед или там лед какой-то. Ну, уже управляемость намного лучше. Ну вот, ребята, в целом так маленько вам раскидал. Реверс, управление стоит у меня здесь. Все очень удобно, под правую руку. Подогрев, свет. Свет вообще очень классен. Сегодня ехали прям, ну, светит прям на ура. Классная игрушка, ребята. Это вторая у меня мотособака. И в целом этой же марки. Просто доволен. 20 кобыл, ребята, будем тестировать. Снега у нас пока нету. Погода такая непонятная. Но я думаю, все это навалит. И мы будем уже куда-то взлетать. Подниматься какие-то бурелаки, упоры. Заводить задний ход. Выталкивать его. Может, кого-то буду брать на буксир и показывать, ребята, вам в любом случае на канале. В целом игрушка, ребята, интересная. Ребята молодцы. Я знаю, что они прикупили лазерный резчик. Сейчас у них рама идет влитую. Есть небольшие соединения. Классно, вообще молодцы. Ребята продвигаются. Все делают классно. Везде есть переходнички. То бишь управляешь, контролируешь все сам под себя. Просто не надо там закрутил и осталось все как есть. Нет, все тут остается на месте. Ну, ты регулируешь сам под себя. Здесь руль. Здесь отверстие, то бишь выше, ниже. Здесь, соответственно, так же, как и у меня здесь. Мы можем поднять
Ну, 5, 10, 15 сантиметров выше, ниже. Также модуль, ребята, вот здесь 5 отверстий. Дальше, больше. Ну, вообще молодцы, ребята. Контролируют везде. Здесь угол атаки. Все это просто, ребят, делается. Ну, я думаю, прям на льду можно его просто под любого подкачать, сделать, и он будет служить. Блин, я только респект ребятам передаю. Большой привет, молодцы. Продвигаетесь и делаете реально хорошую технику для вот таких бродяг северных, которые попадают, бывает, на морозе, в плохую погоду. И эта техника, я знаю, что довезет меня до дому, не даст мне замерзнуть, и я не пропаду где-то в лесу, в тайге. Так что вот, ребята, вот этот красавец. Ссылку оставляю в описании. Вся информация подробная на сайте. Пишите, спрашивайте, не знаю. Так что, ребят, круто, я просто доволен. Пока я доволен, ну, в целом буду тестировать, показывать, какие нюансы, что, как, почему и так далее. Все, ребята. Тафалар Long 500. Дрюня. Круто. Ребят, у Женька загар вечерний. Это она на выход. Пойду за живцом съезжу. Женька поперла, борода уже. Небольшая. Отвлекает мне, звонит. Килограммчик. Да? Ага. О, огонь. Красавчик. Ну, наконец-то. Под занавес, Женек. Вот, ребята, Женек тоже распечатался. Под занавес прям. Вот сегодня у него тоже там с работы в 7 она была. Утром маленькая. И вот сейчас килограмм. Вот такая более-менее. Красота. Но все равно не то уже, ребят. Согласитесь, уже не то. Первый ледок, когда мы только сюда заехали. Какие сработки были. Сколько их было, блин. Какие щуки были. Ну вот уже потихоньку, помаленьку все это угасает. Ну, возможно, погода, вот этот мороз, лед трещит, снега нету. Рыбачим, что, рыбачим, пытаемся, до сих пор стоим на льду, пробуем ловить ее. Ну, сейчас уже на рыбалку буду менять, ребята, точно вам скажу. Сейчас уже Лариса Юрьевну, многие ее ждут уже, буду подключать. Съездим по избам, наверное, отдохнем там, пару ночевочек. Налим тоже отошел, ребята, я пропустил налима. Сейчас уже икру метает. Только в феврале, наверное, начнется. Но на проверку съездим тоже, по-любому. Ну а так в целом нормался, ребята. Все классно, круто. Не ленимся, не... дома не сидим, все равно двигаемся, пробуем. Так что можно много чего говорить дома на диване. А когда промерзнешь целый день и уже потом понимаешь, что вот так неправильно, а вот это правильно, тогда уже точки какие-то расставляешь. Ну ничего, все хорошо. Ну что, ребята, все, уже свечерело. Не знаю, тишина, не хотим уже дожидаться. Сумерек. Холодно очень. Вот реально холодно. Почему-то на поселке 13 пишут. То здесь, блин, не то пальто прям. Вот китайский фонарик опять замерз. Погорел, кстати, у меня арматековский фонарик. Пыхнул просто. Да, доволен был фонарем, блин, но не выдержал. Сейчас опять надо будет что-то придумать в плане освещения качественного. Все, будем собираться. Запускаю, ребят, пескарика. Бродяга проработал целый день. Но пускай живет здесь. Надеюсь, его щука не поймает. Хорошо. Ну вот. Никто моих якутских живцов не поел. Не захотел, ребята, якутских живцов.
Ну, пока такая погода будет, я думаю, вообще рыбалки не будет. О, какая сорога. Да, не поели якутских живцов. Ну ничего, пускай растут. Кормовая база все равно, да, ведь, ребята? Даже если не выживет, кормовая база до щуки все равно должна быть. Так что, как-никак, все правильно, все по делу. Ну что, ребята, все, уже собрались. Ну как собрались, жильцы собрали, сейчас вещи упакуем и на хода уже. Такой небольшой морозик, градусов 15. Ну, нету снега, ребята, вот это печаль, конечно, по этому сезону, ну, как-то проживаем. Вот такая рыбалка, все-таки она состоялась. Да, я не спорю, много было сработок, 2 схода, но рыбку немножко увидели. Ну, как обычно, прям не за рыбой, а идем просто вот за этой атмосферой, за этими ощущениями, ребята. За этим кайфом просто, то, что человек побывал на природе, подышал свежим воздухом, пообщался, выпил 5 капель, ребята. Этого вообще абсолютно достаточно в наше время, чтобы провести культурно массовое время. Я всем желаю, ребята, всем желаю успехов, кто сейчас на рыбалке, кто завтра собирается, кто сегодня приехал с рыбалки. Ребята, всем здоровья, берегите себя и почаще выбирайтесь, потому что ну, это такой нормальный мужской отдых. Я знаю, что многие жены не понимают, но сразу даю мотивацию женам, девушки, женщины, матеря, бабушки. Это не передать словами для мужчины, потому что здесь реально человек погружается в себя, он какие-то моменты ощущает не так, как дома и как на работе, или как-то в городе, или как-то там еще где-то. Здесь реально человек прям вниз, прям вверх, прям сбоку и так далее. Классно, очень классно. Все, братва, давайте, не буду разговаривать, уже будем собираться, все-таки морозик. Люди на связи, всем мира, счастья, здоровья. Ну, как обычно, успехов, ребята. Все, полетели. Скоро избы, скоро налим, скоро ночные рыбалки. Покатаемся. Техника есть, ребята, все будет. Все, берегите себя. Погнали.